Региональное отделение «Союз пенсионеров России» по Чувашской республике проводит ряд мероприятий, посвященных юбилейным датам. 100 лет образования Чувашской автономии, 75 лет со дня Великой Победы и 25 лет Союзу пенсионеров России. Данная организация была создана 27 декабря 1995 года. В его состав входит 26 местных отделений в городах и районах республики. Для них в Ядрине была организована насыщенная праздничная программа. Нашему Союзу пенсионеров России 25 лет. Мы сегодня проводим первые в России это мероприятие на Чувашской земле. И причем на Ядринской земле, на земле Мордвинова, Айдака. Сегодня съехали со всей Чувашии активисты, председатели Союза пенсионеров России. Приехали гости с Марий-Эл, с Нижнего Новгорода. Сначала участники посетили Дом-музей народного артиста СССР Николая Мордвинова, где для них была проведена экскурсия. В Ядринской средней общеобразовательной школе номер 3 были продемонстрированы показательные выступления кадетского движения. Для гостей на плацпараде, чеканя шаг, стройными парадными колоннами прошли кадеты, выступили барабанщицы и были показаны танцы кадетского вальса. Далее гости посетили начальную школу, где проходил сеанс игры «Шахматная доска» среди детей и их родителей. Поздравить с 25-летием Союза пенсионеров прибыл депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов. Сегодня на гостеприимной Ядринской земле буквально все овеяно энергией опыта жизненного, мудрости, профессионализма, любви к родной земле, так как Союз пенсионеров России по Чувашской республике проводит свой фестиваль. Но сейчас мы находимся на площадке. Вы видите, сегодня проходит турнир по шахматам. Это новая школа. В Ядринском доме культуры для участников регионального отделения Союза пенсионеров России и для всех приглашенных гостей состоялось торжественное мероприятие «Честь и хвала старшему поколению». На мероприятие прибыл глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Он поблагодарил представителей регионального отделения Союза пенсионеров России, объединяющего более 150 тысяч участников, за активную жизненную позицию, участие в общественных, культурных, спортивных и оздоровительных мероприятиях, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. На самом деле, в жизни после военные годы вы поднимали тяжелое, лежачее народное хозяйство. А сейчас, конечно, мы, молодое поколение, которые работаем в органах власти, должны создавать для вас благоприятную, комфортную среду, чтобы вы больше улыбались, больше счастья получали от своих внуков, внучек, которые обнимали бы вас каждый раз и сказали бы: бабуля, дедуля, я вас люблю. Вот самое ценное, наверное, в этом есть в каждом родословии и трудовых династиях. Он вручил благодарности и часы от главы Чувашской республики главе Ядринского городского поселения Владиславу Михайлову, заместителю начальника отдела строительства Олегу Иванову, индивидуальному предпринимателю Николаю Потапову. Юбилейными медалями 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков наградили ветеранов Великой Отечественной войны, а председателей местных отделений Союза пенсионеров России наградили почетным знаком за особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России. Далее на сцену вышли лауреаты республиканского фестиваля «Когда душа поет», который проводится по инициативе регионального отделения Союза пенсионеров России по Чувашской республике при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Малова. Фестиваль также посвящен юбилейным датам. Он поздравил их с праздником и наградил дипломами. Сегодня мы уже подводим итоги. 5 этапов было, которые прошли в Батарево, Канаш, Цивильск, Шумерле, Чебоксары. 16 октября был дан гала-концерт, где лучшие творческие коллективы ветеранов выступили своими номерами. Ну а сегодня мы в Ядрине подводим уже итоги, где будут распределены призы. И, соответственно, у меня нет сомнений, что мы это все сохраним. Это очень полезно и в плане патриотического воспитания, возрождения нашей духовности, творчества. Также на сцене состоялось вручение сертификатов на именную стипендию депутата Государственной Думы Николая Малова за отличные успехи в учебе и достижения в общественной деятельности 10 лучшим учащимся Ядринского района. Торжественное мероприятие завершилось музыкальными номерами обладателей гран-при республиканского фестиваля конкурса народного творчества пожилых людей «Когда душа поет». Анна Гаврилова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.